Спасибо. Мы приглашаем на эту сцену президента фонда, президента клуба Героев Советского Союза и Героев России, генерал-полковнику Антошкина Николая Тимофеевича, генерального директора фонда Приходько Валентина Анатольевича и президента Республики Ингушетия Зязикова Мурата Магомедовича. Добрый вечер и салям алейкум, уважаемые друзья. Сегодня на этот торжественный юбилейный вечер, посвященный памяти выдающегося поэта и замечательного представителя балкарского народа Касына Кулиева, прибыли не только родные и близкие и друзья, но и те, кто уважает его талант, его как человека с разных регионов Российской Федерации. Я не могу, как вот поэты, артисты, танцоры и певцы, вам спеть, сплясать или прочитать свои стихи. Я всего-навсего заслуженный военный летчик, поэтому буду говорить прозой. Мы прибыли, чтобы от имени фонда «Гордость Отечества», от всего сообщества Героев Советского Союза Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы высказать свое уважение, почтение в адрес этого замечательного сына балкарского народа, в адрес его родственников, друзей, в адрес тех, кто собрался в этом самом важном зале нашего государства. Я думаю, что здесь собрались самые близкие друзья и те, кто больше всего почитает творчество Касына Кулиева и его деятельность на благо нашего государства. Я хотел бы просто сказать, чем больше таких поэтов в Балкарии, на Северном Кавказе, чем больше мужественных людей, таких как славные сыны балкарского народа, герои Советского Союза, пехотинец Умаев и летчик Байдавлетов, чем больше их наследников, как нынешние старейшины, аксакалы Кавказа, чем больше их последователей, тем прочнее мир, дружба будет на Северном Кавказе, тем быстрее республики Северного Кавказа по пути прогресса будут двигаться вперед, и больше будут они иметь и лучше жить. Хорошо народу Балкарии, хорошо народам Северного Кавказа, хорошо, значит, России, хорошо всем. Конечно, и если будут на Северном Кавказе побольше таких руководителей, как вот стоит рядом со мной, не только президент Республики Ингушетии и генерал-лейтенант, но и один из немногих кавалеров высшего общественного ордена «Гордость России». И я бы попросил сегодня именно его, чтобы он вручил одному из славных представителей балкарского народа такой же общественный орден. Это
выражение признательности общественности России, общественности нашей столицы, не только как человеку ему, как председателю Совета старейшин Балкарии, а это уважение ко всему балкарскому народу. Поэтому я только зачитаю, за что. Я думаю, президент фонда Приходько Валентин Анатольевич передаст эту награду, а президент Ингушетии и кавалер этого ордена, он вручит награду Сабаничеву Исмаилу Жумаевичу, председателю Центрального совета старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской республики, за большой личный вклад в борьбу с преступностью, в укрепление межнациональной дружбы, в дело сохранения государственной целостности России, патриотизм и каждодневное ратное служение отчизне. Прошу вручить. А мы вам желаем мира, благополучия и счастья. Служу России. Я этот орден воспринимаю как символ мира и дружбы между народами. Мы постараемся сделать все, чтобы и на Кавказе, и в России был мир, спокойствие и дружба между народами процветала. Будем четко выполнять политику президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спасибо вам за эту награду. Для меня это было полной неожиданностью. Огромное спасибо этому фонду. Ну, еще немножечко хотела сказать. Вы посмотрите, как в России многонациональное государство, так и на сцене сыну балкарского народа вручают награду. Президент Ингушетии Ингуш, генерал-полковник Антошкин Марвин, генеральный директор фонда «Гордость Отечества» украинец, полнейший интернационал здесь и полнейший там. Так должно быть все время. Президент Ингушетии и Ингуш по образованию. Уважаемые друзья, вот, чтобы обычно редко не дается возможность говорить, и сегодня, думаю, весь день просижу как сирота, никто слова не дает. Ну, думаю, все-таки дали слово, спасибо. Знаете, сегодняшний вечер он состоялся. Просто посмотреть, какая красивая аудитория и сколько молодежи. Самое памятное, наверное, то, что в природе есть, не просто существует, есть, и вы будете вечно, государственный ансамбль танца Балкарии. Я уверен, это кто уже мечтал Касим Великий, Касим Великий. Это то, что они хотели предки Касима Кулиева. Я сегодня увидел коллектив на Кавказе, поверьте мне, я, наверное, что-то в этой жизни понимаю, и я все на самом деле знаю, начиная от маленьких. Наверное, что-то подобное, это как вот государственный ансамбль танца Грузии, и что-то вот где-то рядом из кавказских. Мне трудно это говорить, как президенту республики, у которого тоже есть государственный ансамбль. Но это уникальный коллектив. Трудно не потому, что вот, как бы, трудно, потому что хочется, чтобы нет предела до совершенства.
Республика Ингушетия – это самый молодой субъект Российской Федерации. И сегодня у нас республика – это сплошная стройка. Я просто приведу одну цифру. 2 233 000 квадратных метров жилья построено только за неполных 4 года. И мы строим столицу. Вот несколько лет назад в столице у нас было 3-4 здания. 3 административных здания, корпус университета, 1 жилой дом и все. Сегодня практически в 2010 году мы столицу застроили. Это одна из самых красивейших столиц на юге нашей страны. С сегодняшнего дня столица Ингушетии, одна из самых красивейших улиц, будет носить имя выдающегося человека Кайсена Тулиева. Люди не может достичь предела, лучшие слова и лучшие дела. Все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня без света, самая лучшая девушка, где ты. Все еще впереди, все еще впереди. Мне нравится ход ваших мыслей насчет того, что все впереди. На самом деле, я считаю, что солисты ансамбля, государственного ансамбля «Балкария», и девушки, и ребята, они с сегодняшнего дня заслуженные артисты Республики Ингушетия. Включая оркестр. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусства Республики Ингушетия. Вот здесь выступал очень красиво спел. Мы его хотели растанцевать, показывали ему и движения, и так. Ну, вот, Халим, очень красиво. Только потому, что он пел песню про Болгарию, я уже, вот, у меня вот в порыве, вот, вы знаете, вот сердце вещует, и думаю, надо все-таки, чтобы он народный был артист. Ну, он станцевал только на заслуженного артиста. Поэтому у него все впереди. С сегодняшнего дня я хочу попросить ведущих, прекрасных, чтобы вот этот замечательный коллектив, я понимаю, что уже концерт после концерта не бывает, но в каждом правиле есть примечание. Тем более сегодня такой светлый, очень красивый день. Я думаю, что вот этот прекрасный коллектив, если мы попросим, а мы попросим, еще раз танцует этот номер уже в качестве заслуженных артистов Республики Ингушетия. Государственный ансамбль «Болгария». И один момент. Я всем нам, народам, которые назывались там репрессированы, непонятно за что репрессировали, непонятно за что реабилитировали, вроде никакой вины не было, взяли еще, реабилитировали. Я хочу пожелать, чтобы никогда ни с каким народом не случалась та трагедия, которая случилась с нашими народами. Чтобы никогда мы с вами не знали, что такое экстремальная ситуация, проблемы, депортация, чтобы это раз и навсегда
никогда в нашей стране больше не повторилось. Вот с таким настроем, и дай Бог, чтобы мы встречались только по такому поводу. Всего самого доброго. Спасибо. После таких слов мне очень скромные подарки было просто некрасиво. Люди больше достигли предела, лучшие слова и лучшие дела. Все еще впереди. Самая звучная песня света, самая лучшая детка где-то. Все еще впереди, все еще впереди. Попробую сейчас, подумаю, кому передать. И вот, поскольку вот такой наряд есть, у нас есть такой закон о многоженстве. Все еще впереди. У меня была дилемма такая, отменить, не отменить. После сегодняшнего дня такой дилеммы нет, никогда не было. Спасибо. Я думаю, за меня благодарят созданной мной пилотажной группе «Русские видящие стрижи» в небе, в них частицы души моего сердца и всего моего тела. Горе забудется, чудо скатится, сбудется то, что покуда не снится. Все еще впереди.